Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что произойдет, что ждет и что поменяется в вашей жизни в следующие 7 дней. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно, очень интересно. Так, мои хорошие, смотрите, вот мужчина вас окружит вниманием. Для тех, кто в паре и в браке, вас ждут замечательные волшебные 7 дней, когда мужчина старается для вас, для вашей семьи, для ваших отношений. Смотрите, как и ручками тянется, и какие-то подарочки под вас подпихивает. И вот прям окружил вас заботой. Ой, как красиво проявится. Ну, молодец. Если вы на него обиделись, поверьте, он сделает все возможное и невозможное для того, чтобы с вами помириться. Для девочек, кто без отношений, ну тут пора романтики. Мужчина к вам проявится, причем проявится как гром среди ясного неба. Этого мужчину вы точно знаете. Долго он ходил кругами вокруг вас, увивался, все ходил да вздыхал. А тут уже терпеть не может. Прям придет, прям расскажет о своих чувствах, да? Либо начнет вот двигаться в вашем направлении. Помогать, поддерживать, знаете, как там, встречать, провожать, да, будет всячески, пытаться быть важным и нужным для вас. Но мужчинки тут на высоте, просто на высоте. Вот у кого-то сын проявит себя, проявит как добытчик, как помощник, как даже доверенное лицо ваше выступит. Мужчинки будут радовать. Замечательная неделя вот именно для женщин. Для мужчин тоже неплохо, ведь у вас появляется прекрасный шанс доказать своей любимой женщине, что вы ее достойны. Проявить себя как настоящий джентльмен. И, конечно же, я вот вижу, да, что благодаря вашим этим усилиям вы добьетесь хороших результатов. Если вы без женщины, да, вы мужчина и женщины у вас нет, например, у вас строгая начальница, немножечко подсуетившись, вы добьетесь ее расположения. Добьетесь и прям, знаете, как и примиритесь, помиритесь и уважение ее заслужите. Да, у женщин, значит, идет неделя в окружении любви и заботы, а у мужчин неделя, когда можно себя проявить. Так, идем дальше. Здесь с левой стороны человек с такой огромной бабочкой. Но это какая-то неожиданность. Судя по размеру бабочки, достаточно немаленькая. Благодаря какому-то человеку что-то решится, что-то разрешится, либо вам придет положительный ответ, одобрительный ответ. Какой-то человек вот прям решает этот вопрос. Все в его руках. Человек расположен позитивно в вашу сторону, то есть держит бабочку. Хорошие новости, добрые новости. Кстати, новости будут гораздо ярче, да, либо решение, либо ответ, либо действие ярче, чем вы, например, рассчитывали, там, представляли и мечтали. Это тоже очень хорошо. Прям как такой сюрпризик, подарочек вам идет. Так, с правой стороны. Здесь какое-то старшее поколение. Человек старше, чем вы. Либо несколько человек, да, может быть, это пара, да, может, это ваши родители, либо пожилые там родственники, соседи, два человека. Но один как-то в стороночке стоит, а второй более действенный и активный. Смотрите, от этого пожилого человека вам идет помощь. Либо это будет финпомощь, либо это будут какие-то, скажем, там, материальные, да, ресурсы, может быть, что-то вам будут передавать, чем-то вас будут поддерживать, как, знаете, благодетельствовать. Вот, это очень хорошо. Вот, знаете, даже как-то ко времени придет. Я вижу, что дважды, либо в двоекратном размере вы будете получать. Очень приятно.
очень люди прям расположены, они вас очень любят, либо хотят вам выразить свою любовь, поэтому будут помогать и что-то для вас делать хорошее, положительное. Так, якорь вышел, маленький, но вышел с правой стороны. На чем-то вы остановите свой выбор, в чем-то вы заякоритесь. Да? Кому-то нужно было решение принять, кто-то проходил, например, испытательный срок, кто-то себя пробовал в каком-то деле. Я вижу, что вы примете положительное решение. То есть вы останетесь на той работе, либо в том виде деятельности, либо как для себя даже, да, вот определите, хочу именно это и буду заниматься именно этим, либо находиться именно здесь. Ну, положительный момент. Бросьте якорь. Якорь небольшой, но очень надежный. То есть вы не пожалеете об этом своем решении. Так, птицы улетают. Ну, кому-то вы будете писать, с кем-то вы будете созваниваться, кого-то разыскивать, возможно, даже какие-то консультации запрашивать. От вас улетают птицы. 3 птицы вижу. 2 большие, 1 маленькая. Ох, ну в правильную сторону летят птицы, в правую, значит, все вы делаете правильно. Единственное, что не ждите каких-то скорых, быстрых результатов, но те изменения, те перемены, которые будут запущены, они будут очень позитивными и добрыми для вас. Все-таки нащупали вы, да, то место, либо нашли правильного человека, либо нашли правильный подход. Действуйте, не прекращайте, давите, вам обязательно воздастся, да, дверь перед вами откроется. Главное не опускать руки. Так, с левой стороны, ну, какая-то горделивая женщина, может быть, мужчина, такой, знаете, надменный человек. Человек, который ставит себя априори выше, чем другие. Ну, сноб какой-то, да, какое-то недовольство, какие-то претензии, какие-то, знаете, вот как за спиной у вас происходит. Конечно, приятного мало, но обратите, пожалуйста, на это внимание. Этот человек, он неблагонадежный. От этого человека можно ждать каких угодно гадостей и пакостей. И явно этот человек вас водит за нос, либо специально обманывает. У вас будет несколько звоночков, несколько сигналов. Даже как предчувствие, да, будет идти, что надо держаться подальше от этого человека. Ничего хорошего не жди, беда будет. Прислушайтесь к себе, примите меры, придумайте себе какие-то запасные варианты, подготовьте себе пути отступления, либо заручитесь еще чьей-то поддержкой. Вот мне почему-то кажется, что вас подведут. Да, человек мог наобещать, там, наговорить с 3 короба, придет время, человек там пропадет, отморозится, либо еще и на вас всю вину перекинет. Очень нехороший человек, мужчина либо женщина. Но вот что отличает этого человека от других, это надменность, это вот, знаете, как звездная эта болезнь и какая-то непомерная гордость у этого человека. Хотя человек сам по себе, ну, как раздутый этот воздушный шарик, да, внутри только гелий, больше ничего. А строит из себя, да, да вот я, да вот то, да вот все. Ну, противно, просто противно. У вас с этим человеком отношения натянутые, и всегда этот человек как будто бы вас в диалоге принижает. Вы это чувствуете, вам это не нравится. Ой, нехороший, подведет, девочки, подведет, поэтому примите, пожалуйста, меры. Так, еще стычка, либо на работе, либо по соседству. Как, знаете, дележка, кто-то делится чем-то, делится, результатами делится, что-то себе присваивают, как будто бы от вас что-то вот отщипывают, отбирают. Ну, на работе понятно, да, там коллеги могут присвоить себе ваши труды, ваши заслуги. По соседству, ну, не знаю, тоже могут быть какие-то претензии там по территории, претензии там, кто крайний, кто не крайний, кто что должен, а кто не должен. Могут быть моменты. Здесь зачинщица полная женщина. Женщина вот такая корпулентная, крупная. Не в плане того, что она прям такая большая, высокая. Нет, она вот именно как объемная, да. У нее фигура шарообразная. Понимаете, вот тонкие ножки и вот как сверху, как шарик, да. И она вот на этих тонких ножках да, бежит и прям аж вся колышется.
очень неприятная личность, и это она все затевает, все зачинает, и, ну, как, знаете, на вас вот это все катит. Считают, что вы слабенькая, считают, что вы не можете дать отпора, ну и считают, что она вас, извините, прожует, да, то есть... Вот с ней-то я точно справлюсь, да, вот на нее я нападаю, потому что считаю, что она слабая. Она кого-то тут будет подключать, либо, ну, опираться даже на чью-то поддержку. Может, она не одна будет с вами там бодаться, ругаться, кого-то еще позовет на помощь. Так, то же самое, мои хорошие клиенты. Если вы работаете с клиентами, женщина полненькая, скандалистка, такая оторва просто мне вышла, не захочет вам, например, платить, либо что-то там придумать, что там некачественное, не понравилось, там что-то вы так не так на нее посмотрели, без улыбки с ней разговаривали. Ну, прицепиться. Цель здесь одна: не заплатить. Не заплатить, либо, ну, знаете, как на халяву получить. Вот. Будьте поаккуратнее. Вы видите, там полненькие клиенты, да, обходите их стороной, либо просите, чтобы вас подменили. Почему-то посчитает, что именно с вами она может этот фокус провернуть. Будет призывать как в свидетели людей, которые рядом находятся. Ну вот кто-то и откликнется, да, вот тоже такая же скандальная личность тоже откликнется. Они как вдвоем начинают. Одна начинает, вторая ее поддерживает, ну, понимаете, шум-гам. Вот, так что избегайте. Полные люди на ближайшие 7 дней под запретом, да, от них какие-то неприятности могут быть. Полные женщины, да, не люди, женщины. Мужчины тоже обратите внимание. Например, вы тоже, да, мастер, либо вы в такси работаете, либо вы еще какие-то виды услуг оказываете. Женщина с излишним весом может попортить вам нервы. Держитесь подальше. Так, дети. Дети, взрослые дети. Здесь какие-то чудеса от взрослых детей. Какие-то необдуманные поступки. Прям трэш какой-то идет. Начудить могут взрослые дети. Начудить. И даже вот кому-то придется платить за взрослых людей, либо даже какую-то сумму отдавать ребенку, чтобы он решил свои проблемы. Так, но вы не ругайте сильно, там, не будьте строгой мамочкой, либо отцом. Поймите, что это молодость, что каждый учится на своих ошибках. Да, вы 1000 раз говорили, вы 1000 раз предупреждали. Но ребенок, господи, даже если ему там 25, он все равно еще ребенок. Вот. Неприятные моменты могут доставить вам взрослые дети. Так, что касается маленьких, здесь все наоборот. Маленькие — это радость, это утешение, это отдушина. Это прям, знаете, ваше, ну, сердечко мое, да, гордость моя, звездочка моя. Только берегите здоровье детей, девочки. Здесь большой риск, что ребеночек может простуду какую-то подхватить. Особенно если это ребеночек начальная школа и детсад. Да, вот как, знаете, как детки начинают болеть, и ваш тоже, к сожалению, может, ну, подхватить какую-то заразу. Будьте поаккуратнее. Не знаю даже, что вам посоветовать. Я вижу, что ребеночек может прям плохо себя почувствовать. Но это простуда, это ничего страшного. Это как сезонность, да, либо, ну, детки контактируют, да, они же маленькие, не понимают, там, ручки не помыл, там, слишком близко подошел, кто-то на него чихнул, это может быть. Если есть возможность, ну, скажем так, повременить с тем, чтобы ребенок посещал детсад, конечно же, замечательно. Если, как говорится, деваться некуда, либо у вас школьник, это может быть, и вот как от другого ребеночка подхватит эту инфекцию, либо простуду, бактерию, не знаю, что это. Похоже на простудное состояние. Вот температура, там сопельки, ушки болят, горлышко болит. Такое состояние. Так, ну, ребеночек, тут звездочка, радость. Прям будете смотреть на своего ребеночка, говорю, какой же ты у меня хорошенький, да, либо какая же ты хорошенькая, там, обнимать, целовать. Милота. Одним словом идет милота. Так, здесь вот какая-то женщина вам руки протягивает, как будто бы вас откуда-то вытаскивает, за руки вытаскивает. Помощь, поддержка, неоценимая услуга, даже так хочется сказать. Женщина, это может быть ваша подруга, может быть ваша коллега, просто какая-то знакомая, какую-то неоценимую услугу вам окажет. Вот. Для нее это, ну, обычное дело, ну, хороший она человек, добрый человек. Возможно, вы немножечко были о ней другого мнения. Может быть, вам казалось, что она какая-то отстраненная, что она там немножко другая, со своим каким-то приветом в голове. У вас
ну, кардинально поменяется мнение относительно этой женщины, и вы будете очень благодарны. Вот для вас мало кто в жизни делал такие хорошие дела. Да, вы к такому не привыкли. А эта женщина вас именно вот спасет, выручит, у меня идет. Так, готовка. Большой объем готовки идет. Много будете готовить. Вот именно вы готовите. Либо для дома, для семьи вы будете готовить. Либо если вы связаны с общепитом, да, то есть вы в этой сфере работаете, то вижу вас прямо на кухне, что-то вы там рубите, жарите, парите, варите. Прям придется выложиться, я так понимаю, на все 100, а то и на 1000. Прям устанете, скажете, да что такое? Что происходит? Я что, рабыня тут на кухне? Меня тут приковали этой работой. Ну, это жизнь, девчоночки, это жизнь, никуда не денешься. Кстати, мужчины, если вы тоже работаете в сфере общепита, ну, например, ваша работа не связана с приготовлением пищи, то вас могут попросить, как, знаете, попросить, обязать, и вам придется почувствовать себя, не знаю, шеф-поваром, да, готовя, либо помогая, например, другим людям. Ну, вот прям как несколько дней идет. Несколько дней вот именно работа на кухне, да, вот что-то готовить, что-то делать. Ой, ну ничего не поделаешь, да, попрактикуйтесь. Ну, кто для себя готовит? Ну, для себя же приятно готовить. Да, может быть, не всегда хочется, но приятно. Если на работе, но вы как одолжение делаете, да, вы помогаете своей организации, вы помогаете своим коллегам. В принципе, это благородное занятие. Так, по поводу дорог. Дорог у вас много не вышло. Кстати, в эти ближайшие 7 дней дорог у вас будет меньше, чем обычно. Уж не знаю, что на это влияет, но передвижение у вас будет кратно меньше. Что-то отменяется, где-то вы не хотите, где-то и не надо, возможно, идти. Кто работает, ну, у вас стандартный маршрут. Дом, магазин, дом, работа, магазин, дом. Да? То есть как по кругу ходите. Так, погода. Погода, на удивление, будет приятная. Вот ощущения приятные. Может быть, потеплее, да, у кого-то наоборот попрохладнее станет. Вы все разные, все живете в разных климатических зонах. Но природа будет радовать, погода будет радовать. То есть вам вот приятно выходить на улицу. Просто приятно. Ну, то, что мало будете ходить, это уже другой вопрос. Так, еще... Не знаю, какое-то запугивание информационное идет. Какие-то постоянные нагнетания, да, вот телевизор, интернет, газеты, там, сарафанное радио, да, какое-то нагнетание. Вы уже как бы и внимания особо не обращаете, но я вас хочу предупредить, все, что будет связано с финансами, именно денежка, да, вот новости, связанные с деньгами, вот тут надо ушки востро держать. Там по факту будет. То есть, если предупреждают, что будут проблемы там, с обналичиванием, с обменом, я не знаю, там, с использованием там, карты, да, например, прямо обращайте внимание, имейте в виду и старайтесь пользоваться этой информацией. Все, что касается всего остального, нет, оно не случится, это просто, ну, как утки, да, то есть это неправда, журналистские утки идут. А вот по деньгам, да, там надо и меры принять, и быть в курсе событий. Если вы не привыкли, например, смотреть новости, то, пожалуйста, в ближайшие 7 дней вот финансовую аналитику, да, финансовые всякие эти сводки, новости, прям обязательно слушайте. Чтобы потом не было мучительно больно, и вы себя не ругали, что «ой, как же я не знала, теперь у меня проблема». Что-то может быть именно с оборотом денег. Да, либо с использованием карт, банковских карт. Какие-то проблемки могут быть. Поэтому стоит быть в курсе, контролировать все эти новости, события, ну и, конечно же, реагировать, принимать меры. Так, у какой-то девочки прям праздник идет. Девочки-женщины. Ваш знакомый, интернет-знакомый, я так понимаю, либо знакомый, который проживает в другом городе, в другой стране, который долго себя... ну, либо какой-то продолжительный срок себя скрывал, ну, либо не выходил на связь, да, что-то происходило, появится, и причем, смотрите, с объяснениями, с доказательствами, прям будет перед вами отчитываться, где был, что делал и почему не выходил на связь. А вы вот будете его там слушать, да, либо
как переписку читать, и у вас такая реакция странная. Вы все же злитесь, да, но вы, в принципе, довольны, что он перед вами оправдывается. Но это серьезный звоночек, да, если мужчина начинает перед вами оправдываться, это уже серьезно. Так, и еще сны кому-то будут очень интересные сниться. Сны, причем вот кто-то из моих хороших зрителей именно во сне получит ответ, видите, по этому белому филину, да, под луной, вы получите ответ на очень важный вопрос. У вас есть вопрос, что-то вас беспокоит, о чем-то вы там думаете, что-то не дает покоя. Вот через сон, через филина, через луну вы получите ответ. Вот 100%. Что-то вам откроется, раскроется и станет понятным и доступным. Так, что касается финансов. Ну, финансы, в принципе, у вас есть. Я вижу, что у вас в кошельке есть деньги. Но вот опять же, да, важно реагировать на финансовые новости, чтобы их не стало катастрофически мало, либо чтобы вы, имея, например, наличность в банке, средства в банке, чтобы вы могли их обналичить, да, либо вы могли ими распоряжаться, получать. Вот здесь какая-то проблема может быть. Кто у меня живет в семье, ну, у кого муж, там жена, да, ваш партнер при деньгах, соответственно, и вы будете при деньгах. Кто у меня без, скажем так, партнеров, то у вас, видите, помощь будет оказана от людей, ваших родственников, либо какие-то пожилые люди, может быть, знакомые. Вот решат вам помочь, я вам уже здесь объясняла, да, вы будете получать дважды. Может быть, денежку дадут и какие-то запасы, припасы. Почему нет? Запросто может быть. В принципе, я не вижу, что вы тут страдаете, нуждаетесь. Единственное, что может обращить, вот эта новость по финансам какая-то тут болезненная, я бы даже сказала. Переживать вот что-то будете. Мне почему-то кажется, что переживания идут. В принципе, оно-то все обойдется, но переживания вижу. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.